Уже меньше месяца остается до главного бегового праздника всей страны – Забега РФ. Да, подробнее об этом мы поговорим с нашими гостями в студии. Это Элина Гайнульна, организатор полумарафона «Забег РФ», и Алиса Красноярская, пиар-директор «Забега РФ» в Уфе. Доброе утро, девчонки. Доброе утро. Итак, день X, когда же он случится у нас в Уфе и по всей стране? Сам старт состоится 19 мая. Уже очень-очень близко. Выдача стартовых пакетов за 2 дня, на 2 дня чуть-чуть раньше, получается, начнется. Ну и регистрация тоже уже идет вовсю. Уже не осталось практически Стоит сказать, слотов. что слотов, в принципе, уже вообще давить нет. Там же осталось что-то несколько штук из 21 километра, да, полумарафонов. Верно. Ну, тогда давайте обсудим, а что, собственно, ждет зрителей и самих участников этого мероприятия 19 мая. Алис, ну и перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, просто те люди, которые сейчас нас смотрят, такие, нету, ну, и смысл тогда. Нет, есть о чем поговорить еще. Будут же время от времени еще добавлять слоты, был же такой слух. Смысл всегда есть, следить за тем, что происходит, потому что, возможно, слоты будут добавлены. Да. И это же еще всегда большой городской праздник, на который стоит прийти, потому что будет огромная стартово-финишная зона, будут активности для детей, для взрослых, будут мастер-классы, будут от спортивных наших партнеров обязательно какие-то тоже такие активные зоны. Прийти, посмотреть, как все происходит. Если успели слот приобрести, конечно же, пробежать. Потому что дистанции самые разные. Это и 1 километр для самых юных и начинающих бегунов. Это 5 километров для тех, кто уже, скажем так, поднаторел, да, в беге. Это дистанция для тех, кто хорошо занимается, бегает, 10 километров. И такая профессиональная дистанция уже 21,1 километр для всех спортсменов и любителей. Алиса сейчас бьет по больному. Такая, и для профессионалов 21. Я так думаю, 10 километров. Это что ж получается? Я могу побежать 21. И любителей там было уточнение. Прояви себя, называется. Это вот как раз-таки сейчас на экране мы видим наш телецентр. Вон баш, так что было. В чем особенность старта? Но особенность старта в том, что он происходит одновременно в 85 городах России. Это, наверное, пока единственный в нашей стране полумарафон с синхронным стартом. То есть одновременно все стартуют, бегут. Это такое чувство единения, которое испытываешь, когда понимаешь, что вместе с тобой бегут тысячи и тысячи бегунов. От Камчатки до Калининграда. До Калининграда. Все, в один час. И не только в нашей стране. Кстати, говоря, да. Есть старты, насколько я знаю, в Китае. В Минске, в Беларуси, то есть, да? И не только в онлайн-формате можно пробежать, по-моему, вообще Вообще во всем мире, конечно. Ох, хорошо. Помимо того, что можно прийти в стартовый городок, можно еще и выйти на трассу и поддержать спортсменов, потому что у нас будет довольно много точек поддержки по всей трассе. Можно будет присоединиться к какой-то из них и уже на бегу поддержать спортсменов, а потом дойти до стартового финишного городка пешком по пустым улицам. Вот, как раз об этом, кстати, очень хочется добавить, очень прикольно, круто, когда бежишь, и просто люди незнакомые тебе, проходящие, да, ребята, давайте, вот как тот, какой-то, когда звучит какая-то поддержка, неважно, да, там прям не кричалки какие-то, а просто типа, давай, еще немного осталось. Это очень приятно, это очень сильно заряжает, Да, мотивирует, прям да. пинок и Я мотивация. думаю, что нам нужно еще раз акцентировать внимание для наших телезрителей, которые, может быть, даже не будут участвовать в мероприятии, что будет перекрыт центр города, да? Это да. 19 мая, дорогие друзья, будьте наготове, планируйте маршруты заранее, ну и приезжайте смотреть, участвовать и окунуться вот в эту атмосферу бега. Но, насколько я знаю, бег здесь полупрофессиональный, как минимум даже профессиональный, да, с какой-то точки зрения, и участникам также помогают добиться своих целей. Это специальные обученные бегуны, которые бегут с определенным темпом. Кто такие пейсеры? Это наши пейсмейкеры. Именно на Забег РФ их достаточно много получается, каждые 5 минут темп. Это ребята, которые бегут с определенным заданным темпом, собирают вокруг себя желающих прибежать в определенное время, ну и поддерживают их на всей трассе. Есть быстрые пейсмейкеры, это для тех как раз полупрофессиональных ребят, да, кто еще пока, ну, кому нужна мотивация, поддержка для того, чтобы вот не сдаться где-то там в середине пути.
И это есть пейсмейкеры с более медленным темпом, это которые тоже поддерживают, не дадут сдаться, но еще и развлекают по пути, там вместе Поддерживают, музыку ну, и слушаете, следят. истории слушаете. Да, и в любом случае, да, пейсмейкеры следят вот за теми, кто рядом с ним бежит, чтобы у них все было хорошо. Если вдруг что-то случается, естественно, первую помощь окажут в плане вызова там скорой и так далее, если вдруг это Ну, необходимо. собственно, как и на любом мероприятии, все это обеспечено. Ну и вообще всегда веселее, да, вот даже с опыта, нежели одному бежать, какой-то рекорд ставить, гораздо прикольно как-то и проще, и легче бежать в команде и с пейсерами, потому что они собирают вокруг себя определенное количество людей, которые бегут с твоим темпом. Ну и они забирают поддерживают на друг себя друга. вот эту ответственность, следить за временем. И темпом. Но знаю, что традиционно этот старт, он еще и благотворительную составляющую имеет. Да, в этом году снова в рамках Всероссийского полумарафона «Забег РФ» пройдет благотворительная акция «Бегу, помогу». Это значит, что 4 уфимских фонда получат помощь благодаря тем благобегунам, которые зарегистрируются на платформе «Сделай» и пробегут дистанцию в поддержку вот каких-то детей с ограниченными возможностями здоровья. Это фонд «Мархамат», «Ломая барьеры», «Особенные дети» и Уфимский хоспис. Поддержать поступки можно на всероссийской платформе «Сделай.орг». Вот так вот, то есть кто-то бежит еще и с благотворительной целью и собирает вокруг себя единомышленников. Так что, Ну и надо друзья, сказать, что этот старт поддерживают еще большая команда амбассадоров. Доставай футболку, Сиюш. Я-то Покажем. Это футболка амбассадора, но каждый участник «Забег РФ» получает также футболку в стартовом пакете. Какой она будет, вы увидите, когда придете за ним. Регистрация на сайте забег.рф. Нужно просто выбрать свой город, наш город Уфа. Хотя, в принципе, можно пробежать и в другом населенном пункте нашей страны, от Хоть Калининграда до самой От Аскарова Камчатки. до Белебея, продолжаю, не останавливаюсь. Все, друзья, увидимся 19 мая. Да, бегу, люблю, дышу, живу. тебя Пускай будет интересный такой девиз. подыток. Да, Елена Гайнуллина у нас была в гостях, организатор полумарафон «Забег РФ», и Алиса Красноярская, пиар-директор «Забега РФ» в Уфе. Спасибо вам, девчонки.